Последнее время региональные выплаты за контракт с Минобороны то сокращали, то опять повышали, в том числе в Башкортостане. Почему это происходит и где республика берет на это деньги, объясняет известный экономист Игорь Липсиц. То, что был момент сокращения, это был любопытный момент. Там была даже, знаете, некая аргументация. Как раз это вспомнить правильно, вы хорошо это вспомнили. А регионы объясняли это тем, там в частности по Башкирии, по Татарии было сокращение. Они объясняли тем, что, во-первых, они отдали уже очень много людей, и уже как бы возникает угроза воспроизводству численности коренных наций. Да. То есть внутри России вдруг зазвучала тема сохранения численности коренных наций, вот этих народов, входящих в состав России, их слишком много ушло на войну, погибло. И второе, что, в общем, у них уже такая трудная финансовая ситуация, что они не могут такие доплаты делать. И действительно было некое снижение. Но, судя по всему, администрация президента с этим не согласилась. Было, видимо, дано неформальное указание повышать. И опять администрация повышает, в том числе, как я понимаю, в Башкирии и Татарии тоже. То есть, ну, что называется, некий был бунт, но он был подавлен. И сказано было, давайте... Ну, откуда они берут? Они берут из других статей. Они берут в долг вот у банков по 20%. Это очень опасная игра, рискованная. Потому что вернуть кредиты по 20% годовых региональный бюджет не в состоянии, тем более в условиях падения экономики. Москва ломает республики через колено, заставляя влезать в долги. Бесконечно это продолжаться не может.